Настоящие северяне собрались в Иенгре Нерюнгринского района. Мастера приготовления строганины, возведения чума, создания элементов упряжи оленей. В Якутии прошел чемпионат профессионального мастерства Arctic Skills 2018. Организаторы пытались привлечь внимание к профессиям жителей Крайнего Севера и Арктики. С участниками пообщалась Александра Цыбикова. 56 молодых оленеводов изъявили желание посостязаться в знакомом детства навыке оленеводстве. Сохранение, возрождение и развитие традиционного образа жизни – одна из задач, стоящих перед руководителями образовательных учреждений данной отрасли. Популяризация подобных конкурсов вызывает у участников дух соперничества и привносит большой интерес со стороны зрителей. В первый день хозяйки чума оценивались в умениях отделки шкур. У нас совсем другая технология. У нас и инструмент другой. Они делают... скоблят один раз, и они сразу делают две работы. А у них получается она мягенькая сразу. А у нас надо делать два действия. Это сперва скоблить мездру, а потом мять. Оленеводы конкурировали в плетении чаута и в изготовлении элементов упряжки из рога и кости с применением гравюр, в проектировании стойбища и возведении чума, в эксплуатации технического оборудования внедорожного мототранспортного средства. В Arctic Skills используются именно те компетенции, которые использовали наши предки, коренные народы Республики Саха-Якутия. И отрадно, что в нашем таком мероприятии участвуют не только наши студенты Республики Саха-Якутия, но и многие регионы с России, а также с Норвегии, с Финляндии, с Таймыра и так далее. Развитие оленеводства остается главным условием сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и поддерживает остальные промыслы северных народов. Во время дежурства у стада, которое длится обычно 12 часов, оленевод проводит практически все время на воздухе при любой погоде, не покидая нар, перемещается вместе со стадом. Постройки в виде чумов имеют устойчивость к атмосферным осадкам и ветрам различных направлений и любой силы. Жить в гармонии с природой на севере – это значит выжить. В этой компетенции наличие опыта у участников позволило завершить конкурс быстро, демонстрируя свое мастерство. У всех техника разная. Даже, допустим, и по оленеводам, по строганине. У всех разная техника. Мы попытались создать такие общие критерии, например, как соблюдение техники безопасности. И по этим критериям мы попытаемся их оценить. Второй день начался с международного семинара по вопросам развития северного домашнего оленеводства. Основной акцент был уделен подготовке кадров для этой отрасли. По итогам круглого стола была принята резолюция для дальнейшего международного сотрудничества. Подписано соглашение между образовательными учреждениями поселка Черского, Красноярского края и Высшей школы Норвегии по оленеводству. Нами принята резолюция данного семинара как итоговый документ, где мы отметили ряд необходимых шагов для того, чтобы обеспечить согласованную работу, активную работу по подготовке кадров для этой значимой отрасли. Под неизгладимым впечатлением остались и зарубежные гости. Сари Карен, 18 лет. Она обучается в Высшей школе оленеводства в Норвегии. Ее мама работает учителем в этой школе, а отец, как и его предки, оленевод. Сара подготовилась к поездке и, почитав информацию о Якутии, обозначила для себя то, что хочет получить от этой поездки. Основная цель нашей группы – узнать как можно больше о том, как местные жители разводят оленей, перенять их опыт и, может быть, попробовать применить их в Норвегии. Также мне очень интересна эвенкийская национальная кухня, а особенно приготовление кровяной колбасы. Во второй половине дня началась самая главная и зрелищная часть мероприятия – гонки на оленях упряжках, победителями которых стали хозяева среди женщин Виктория Андреева, а среди мужчин первые два места поделила династия оленеводов Кирилловых из Иенгры. Спасибо оленям моим, спасибо погоде, я верил. Трасса была сложная, соперники были сильные, но мы с отцом победили. В особо теплой атмосфере прошло и само награждение победителей чемпионата. В компетенции оленевод первое место занял Алексей Колесов из села Иенгра, а его односельчанин Владимир Максимов одержал победу в компетенции эксплуатации и техническое обслуживание мототранспортного средства дизельных генераторов. Алексей Ухсек из Таймыра стал лучшим в компетенции проектирования электронного стойбища возведения чума. Ну а самым компетентным в строганине стал Степан Туприн. Хозяйкой чума по итогам чемпионата стала Анна Колесова. Торжественное вручение, улыбки победителей – так завершился чемпионат. Александра Цыбикова, Аял Амосов, Нерюнгри.